Метро, час пик и реакция женщины на сидящую рядом пассажирку с азиатской внешностью. И таких видео из разных стран мира десятки. Вот уже не метро, супермаркет. Студент из Китая, который живет в Страсбурге, выбирая авокадо, дотронулся до него, чтобы проверить на спелость. Покупательница рядом сначала потребовала, чтобы он убрал свои руки, а потом спросила, нет ли у парня коронавируса. Это расизм, мадам, это расизм. Агентство Reuters сообщает о всплеске враждебного поведения в некоторых странах Европы против людей с азиатской внешностью. Данные основаны на свидетельствах людей, переживших унижение, от подозрительных взглядов в общественном транспорте и магазинах до комментариев родителей по поводу детей с азиатской внешностью на игровых площадках. Сун Лей во Франции живет с детства. Говорит, сейчас впервые чувствует себя незнакомцем в этой стране. Я ехал на работу в метро. Когда я сел на сиденье, человек, сидящий рядом со мной, переместился на несколько сантиметров. Если бы он мог переместиться на несколько метров, он бы сделал это. А еще он прикрыл рот шарфом. Я был в шоке, у меня не было слов. Во Франции уже подтвердили 11 случаев заражения новым типом коронавируса. Каждый новый случай, по словам президента французской китайской молодежной ассоциации, порождает все больше проявлений расизма в стране. Иногда мы чувствовали проявление скрытого расизма, это случается, но сейчас он раскрыт полностью через слова, поведения, которые являются неуважительными, невежливыми и явно расистскими. Пересекающий черту между цивилизованным обществом и этическими границами, посольство Китая в Дании назвало публикацию в местной газете карикатуры датского художника. Нильс Бобоженц изобразил китайский флаг с 5 желтыми возбудителями коронавируса вместо 5 звезд. Несмотря на требования дипломатов удалить оскорбительную публикацию, главный редактор издания Джейкоб Нибро отказался это делать, так как не видит в ней ничего оскорбительного. А вот фото из Одессы. Отель «Калифорния». На стойке регистрации объявление: проживание в отеле гостям из Китая запрещено. А это уже Лондон, аэропорт Хитроу, где полузащитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Дели Али снял 2 видеоролика. На первом хавбэк спрашивает «Корона что?». В это время на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом. На втором видео футболист сначала сфокусировал камеру на мужчине с азиатской внешностью, а потом перевел ее на антисептическое средство. Далее подпись к ролику: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня». Пользователи соцсетей обвинили полузащитника Тоттенхэма в расизме. Он в итоге извинился. Я сожалею, что выложил эти видео в Snapchat. Я незамедлительно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. На проявление дискриминации в связи с распространением коронавируса обратил внимание руководитель Всемирной организации здравоохранения. Мы понимаем, что многие люди беспокоятся о своем здоровье и здоровье своих близких, но важно избегать дискриминации и проявлять сочувствие и солидарность в это непростое время. «Je ne suis pas un virus» или просто «Я не вирус». Под этим хэштегом в Твиттере все, кто сталкивался с дискриминацией и проявлением расизма из-за азиатской внешности, делятся своими историями. 1000 репостов набрало обращение студента, который призывает прекратить буллинг людей из-за их внешности. Когда Когда в 2009 году началась эпидемия вируса H1N1 в Соединенных Штатах, его никто не называл американским вирусом. Теперь, когда эпидемия коронавируса проходит в Китае, все называют его китайским вирусом. Когда H1N1 распространился по миру и им заразились миллионы людей, никто не начал плохо относиться к американцам. Но теперь, когда за пределами Китая меньше 100 случаев заражения новым коронавирусом, в западном мире вы запрещаете въезд людям из Китая и занимаетесь буллингом. Иван Гребенюк. Настоящее время.